Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Выучка, слаженность, работа разных стилей, разных команд, обмен опытом – это очень важное направление, над которым мы очень плотно занимаемся. Судебные приставы Абхазии, Южной Осетии и России оттачивают навыки в ходе учений на Ишерском полигоне. Поиск талантливых специалистов, повышение их квалификации, создание новых проектов. В Ткварчале презентовали проекты команды Абхазии. Памятное мероприятие, посвященное без вести пропавшим, прошло в фойе Абхазского драмтеатра в Сухуме. Здесь была развернута фотовыставка и презентован документальный фильм. Первые международные учения специальных подразделений органов принудительного исполнения Министерства юстиции Абхазии, России, Южной Осетии, посвященные памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, начались на военном полигоне Минобороны в селе Ишера. Мероприятие, которое продлится 3 дня, было организовано по инициативе Минюста Абхазии. За ходом учения наблюдала Гунда Шоуа. Место проведения учений Ишера было выбрано не случайно. Это родное село Владислава Ардзинба, место, где он вырос, сформировался как личность. Таким образом, организаторы подчеркнули преемственность поколений и неразрывную связь между прошлым, настоящим, будущим Абхазии. Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу первого президента. Сотрудники Министерства юстиции Абхазии выполняют ответственную многогранную работу, направленную на обеспечение законности, правопорядка и защиту прав граждан. Их деятельность охватывает широкий спектр направлений, включая разработку и реализацию правовой политики, обеспечение деятельности судов и органов принудительного исполнения, нотариата, адвокатуры и иных правовых институтов. Учения включают в себя различные этапы, имитирующие реальные ситуации, с которыми сталкиваются сотрудники органов принудительного исполнения в своей повседневной деятельности. Особое внимание уделяется слаженности действий команд и умению принимать быстрые и эффективные решения в экстремальных ситуациях. В целом идея проведения подобных учений возникла после нашего очередного визита в Российскую Федерацию по приглашению руководителя Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Васильевича Арестова на соревнования по комплексному единоборству. Вот в рамках нашего такого плотного, плодотворного взаимодействия пришла идея провести на территории Республики Абхазия вот такие вот масштабные первые учения. Конечно, основная цель проведения подобного рода мероприятий – это усиление слаженности сотрудников специальных подразделений в условиях, отличающихся от каждодневных условий несения службы. Первый день учения состоял из показательных выступлений. Участники демонстрировали свои навыки в рукопашном бою, в разборке и сборке автомата, а также стрельбе на различные дистанции. Министр юстиции Абхазии Андрей Барцыц подчеркнул, что география международных учений будет расширяться. Мы планируем в будущем году расширять географию проведения мероприятий, участников, и приглашаем все другие страны принять участие вот в подобного рода мероприятиях, проводимых Министерством юстиции. Выучка и совместные мероприятия, обмен опытом с нашими российскими партнерами, юго-осетинскими партнерами – это очень важный навык, и считаем, что пойдет на очень большую пользу. Следующий этап мероприятий будет подразумевать подъем в Кадурское ущелье. Подразделения направятся в сторону Сакина, где произойдет восхождение на гору. Мы водрузим там знамя службы судисполнителей Минюста Абхазии, и это восхождение тоже будет посвящено памяти Владислава Григорьевича Ардзинба.
В целом, первый день учений прошел в напряженной, но продуктивной обстановке. Участники получили ценные знания и навыки, которые, несомненно, пригодятся им в дальнейшей служебной деятельности. Учения продолжатся в соответствии с утвержденным планом и продлятся до 6 сентября. Кунда Шоуа, Алхаз Псардия, Давид Хашек, Абхазское телевидение. Время показать, на что способны. Перед правительством поставлены конкретные задачи и сроки их исполнения. После чего с каждого будет спрос, отметил депутат парламента Беслан Халваш, комментируя поручение президента Бадры Гунба Кабинету министров. Беслан Халваш подчеркнул, что депутатский корпус приветствует инициативы президента и готов оказать содействие в достижении обозначенных целей. Задачи перед правительством стоят очень-очень серьезные, будем так говорить. И вот в таком виде постановка задач правительству, оно в нашей новейшей истории происходит впервые. Я очень сильно надеюсь, что вот такие взаимоотношения президента и правительства, и органов государственного управления, они повысят ответственность многих руководителей министерств и ведомств для того, чтобы сперва им сформулировать задачи, а потом эти задачи выполнить. И налицо будет видно эффективные руководители, неэффективные руководители. Я думаю, что по прошествию тех сроков, которые указаны в поручениях президента, мы увидим, в каком виде эти ведомственные целевые программы и государственные целевые программы будут сформулированы, и насколько амбициозны те задачи, которые правительству будут поставлены эти задачи. Можно сказать, что у нас и управленческий кризис, мир идет вперед, развиваются технологии. Мы должны, на мой взгляд, и президент очень правильно сделал акцент на то, что будет формироваться совершенно новая структура управления нашей страной и постановки задач как в целом правительству, так и отдельным министерствам и ведомствам. Люди должны знать, чем они должны заниматься, помимо исполнением текущих каких-то работ, для развития, для совершенствования тех видов деятельности, за которым они осуществляют государственное регулирование. Парламент окажет максимальное содействие и максимальную поддержку президенту, правительству для того, чтобы изменить ситуацию в нашей стране к лучшему и в области экономики, и в социальной сфере, и в здравоохранении, и в спорте, и в демографии. Мы как законодатели, максимально поддержим такую повестку. Поддержку инициативе президента выразила секретарь Общественной палаты Гули Кичпа. Такого документа в обществе ждали давно, и с реализацией поставленных задач связаны большие надежды, подчеркнула она. Я лично очень рада такому документу. Мне кажется, что за все время это единственный такой подход правильный социально-экономического развития нашей страны на перспективу. Тут даже есть долгосрочные по здравоохранению, например, по социальной политике, в сфере транспорта, молодежной политики, просвещения. То есть здесь охвачено все. Я просто приветствую, честно говоря, даже говорю, меня такой охватывает чувство, что ли, гордости, что мы идем по такому правильному пути развития нашего государства. Я желаю удачи и нашему руководству, нашему правительству, чтобы это в срок все-таки было выполнено, и нашим гражданам, чтобы мы тоже чувствовали какую-то ответственность, потому что в конце концов наши дети погибли за то, чтобы наше государство в дальнейшем больше процветало и все-таки было лицо его. А это не терять наше лицо во всех сферах, это обязанность каждого гражданина. 37 аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Сухуме. Оборудование было обнаружено сотрудниками ГТК совместно с УВД города Сухум в нежилом помещении по улице Надзадзе-1, принадлежащем Инге Гаделе. На момент обнаружения аппараты были подключены к сети. Инга Гаделе пояснила, что приобрела майнеры через сайт Абхазавто без сопроводительных документов, подтверждающих таможенное декларирование на территории Абхазии.
Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия. Еще 23 аппарата по добыче криптовалюты изъято в городе Сухум сотрудниками МВД. Незаконно действующая майнинг-ферма размещалась в подвальном помещении на территории блочного цеха по улице Бейгуа. В городе Сухум в результате проведенных контрольных мероприятий выявлена незаконно действующая ферма по добыче криптовалют. 23 единицы майнинг-оборудования, принадлежащего ЧЖ Автандилу Емзиковичу, обнаружено сотрудниками милиции общественной безопасности столичного УВД совместно с сотрудниками Госстандарта Республики Абхазия и представителями РУП «Черноморэнерго» в строении по улице Бейгуа, третий тупик в подвальном помещении на территории блочного цеха. Оборудование изъято и помещено на склад Госстандарта Абхазии. Поиск, реализация и поддержка перспективных идей, презентация проектов гостеприимной Абхазии и новые медиа Абхазии состоялась в Ткорчале. Команда Абхазии рассказала о планах по улучшению социальной среды и развитию человеческого капитала в районе. На презентации проектов была Аэлита Арутюнян. Участники мероприятия узнали о новых возможностях для развития туризма и медиа в республике, где свою значимую роль сыграла команда Абхазии. Одни из ключевых ее проектов – гостеприимная Абхазия и новые медиа Абхазии. Серию вот таких выездных мероприятий мы начинаем с Ткорчала, поскольку считаем нужным и важным работу с жителями Ткорчальского района города Ткорчал, очень важной для себя. Сама команда Абхазии – это группа людей, которая была выявлена в рамках проведения конкурсного мероприятия, объявленного президентом Бадре Зоровичем Бумба. У нас работают, запущены, находятся в стадии реализации очень важные проекты, о которых мы вам хотим рассказать для того, чтобы люди могли и имели возможность принять участие в работе этих конкурсов, поскольку эти конкурсы также направлены на выявление людей, способных и желающих изменить весь облик и архитектуру туристической индустрии в Абхазии. Гостеприимная Абхазия – проект, направленный на поиск, поддержку и реализацию перспективных идей в индустрии туризма. Заявки принимаются до 13 октября. Участники смогут представить свои идеи международным экспертам, получить их поддержку в разработке туристических проектов. То, что касается конкурса «Гостеприимная Абхазия», стоит отметить то, что у нас здесь представлена образовательная программа. Будет она проходить онлайн. Затем будет проходить несколько тестов, и затем вы будете, соответственно, составлять свою проектную работу. То есть вашу идею будут формировать при помощи экспертов. У нас будет выявлено от 50 победителей, которые гарантированно получат грант в размере 1 миллиона рублей, а также низкое льготное кредитование для вашего проекта. В целях реализации проекта также предусматривается приобретение или получение земельного участка в живописных местах Республики Абхазия. Больше акцент у нас ставится на набережной города Сухум, так как там проводится реконструкция. Стоит отметить, что вы также, победители, у нас получат полнейшую систему образования в ведущих туристических отраслях, министерствах и бизнесах на территории Республики Абхазия, так и на территории Российской Федерации. То, что касается данного конкурса, по мере реализации ваших проектов победители у нас получат почетный статус мастера гостеприимства. Нельзя недооценивать этот проект, потому что сегодня все строится вокруг образовательных программ. Не упустите этот шанс, воспользуйтесь им и попробуйте реализовать хоть и маленькую, но какую-то свою мечту. И самое главное, чтобы это было полезно как для вас, так и для нашего любимого города Ткорчал. Удачи вам, успехов и самое главное, не останавливайтесь ни на чем, регистрируйтесь и стройте свой город вместе со своими близкими и родными. Также собравшимся презентовали проект «Новые медиа Абхазии». Заявки принимаются до 15 сентября. Это конкурс для медиаспециалистов республики, где прошедшие отбор участники откроют для себя новые горизонты медиапространства, получая незаменимый опыт. Наверное, самый важный этап – это программа обучения. Это 4 образовательных модуля. Каждый модуль – это 3-4 дня. Программа обучения у нас будет проходить в Москве предварительно. Это Сириус, это Абхазия.
Участниками программы обучения будут следующие. Это известные представители СМИ, федеральных СМИ Российской Федерации, это блогеры, у которых аудитория подписчиков много миллионов. Это конкурс для всех, кто так или иначе взаимодействует с аудиторией. Сегодня журналистика и блогерство усиливают взаимодействие между авторами контента, да, такая взаимосвязь с аудиторией, что делает информацию более доступной для тех же жителей, для различных классов, скажем так, общества. Конкурс «Новые медиа» и медиагруппа «Абстимедиа», которую я возглавляю, готовы помочь реализовать свой потенциал. Поэтому призываю всех регистрироваться. Подобные проекты помогают в получении полезных знаний и дают множество новых возможностей и перспектив. Аэлита Арутюнян, Ахрамичба, Абхазское телевидение. В рамках презентации проектов «Новые медиа Абхазии» и «Гостеприимная Абхазия» в городе Гал министр туризма Астамур Улугу выступил с инициативой реализации новых проектов в Галском районе с целью привлечения туристов. Галский район имеет огромный потенциал в сфере туризма, и мы должны максимально использовать его возможности, заявил министр. По словам Логуа, цель конкурса «Гостеприимная Абхазия» – развитие местной туристической инфраструктуры и популяризация достопримечательностей района. Мы верим, что туризм станет локомотивом нашей экономики и готовы поддерживать проекты, направленные на устойчивый рост и процветание, подчеркнул министр. Выездные презентации проектов «Новые медиа Абхазии» и «Гостеприимная Абхазия» планируются и в других городах республики. Гарри Джугелия избран руководителем Гудаутского отделения Республиканской политической партии «Единая Абхазия». На должность его заместителя единогласно утверждена кандидатура Илоны Цинцба. Выборы прошли в ходе конференции местного отделения партии в преддверии общепартийного съезда. Ключевой задачей мероприятия стало определение квоты делегатов, которые будут представлять район. По итогам обсуждения было решено направить 100 делегатов. В конференции приняли участие члены политсовета партии, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, а также представители Гудаутской районной администрации. Общепартийный съезд «Единой Абхазии» пройдет 27 сентября в Сухуме. Без вести, без права на прощание. Памятное мероприятие, посвященное без вести пропавшим, прошло в фойе Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба 3 сентября. В фойе театра была представлена экспозиция с фотографиями пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии людей. В память о них звучали стихи и песни. Репортаж Гугуцы Вардания. На протяжении десятков лет ждать и надеяться на то, что придет весточка о родном человеке – тяжелая доля. Они ушли защищать родину, но не вернулись к своим близким. После Отечественной войны народа Абхазии в списках без вести пропавших числился 171 человек. 47 останков погибших были идентифицированы и переданы семьям. Большая работа проделана движением матерей Абхазии за мир и социальную справедливость совместно с Государственной комиссией при правительстве и миссией Международного комитета Красного Креста, благотворительной организацией «Бридж», которая объединяет археологов и специалистов, занимающихся экспертизой останков. Я хочу сказать, что здесь сидят представители движения матерей, и в частности вообще все, кто семьи погибших, они все члены движения матерей. Вот мы все вместе, все эти 33 года посвятили, можно сказать, свою жизнь и до сих пор этому посвящаем, поиску пропавших без вести и моральной поддержке семьям погибших и семьям пропавших без вести. Были, остаемся и будем оставаться рядом с вами, работать с вами и ради вас. Естественно, при плотном, при поступательном взаимодействии совершенно со всеми, на совершенно всех уровнях. От центрального до местного уровня. И как человек, который находится уже по завершающем этапе своего мандата в качестве руководителя миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии, мне бы хотелось сделать небольшой посыл, небольшой, но очень важный посыл по этому событию. Мой мандат истекает 31 декабря, и я должен буду покинуть Абхазию, но
Я, естественно, умственно, мысленно всегда буду оставаться с вами и всегда буду интересоваться определенной деятельностью. Но мой краткий посыл заключался в следующем. Пожалуйста, семьи, пожалуйста, присутствующие, ни в коем случае не забывайте о бедствии пропавших. Пожалуйста, не теряйте, не переставайте надеяться и верить. Ежегодно Государственный комитет по делам молодежи и спорту республики проводит мероприятия и памятные акции, приуроченные к Международному дню пропавших без вести. В этом году в Абхазском драматическом театре была проведена выставка, посвященная тем, кто так и не вернулся к своим родным, тем, о ком до сих пор ничего не известно. Дорогие матери, родственники, я уверен, что только общими усилиями возможно завершить работу по поиску без вести пропавших. И это является священным долгом каждого из нас. Мы понимаем, что эта работа требует огромного терпения, настойчивости и чуткости. Это долг нашей памяти, долг перед теми, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Абхазии, долг перед их семьями, которые имеют право знать правду. В завершение хочу поблагодарить всех тех, кто посвятил себя тяжелому, но благородному делу сохранения памяти поколения. Объединение «Трансфера» в Абхазии ежегодно проводит благотворительные акции, помогая ветеранам и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии. В 2025 году благотворители решили помочь семьям и направить средства на поиск без вести пропавших родственников. Собрано около 1 миллиона рублей. В сборе также приняли участие неравнодушные граждане страны, государственные организации, предприниматели. Абризик захцо чар яхубрей халог дас салас ветерану айбаш салахон лахача яхарази кубрей айбашаштихи квазропе жай жух бейже башксхцва абар драги лиркарс абризик зку яхцо яна куизахцо бардерги гупсакала бри яжлум хаб حرقي رزيتا حط بريزك زاح شابخا شار يواي راني وبريزك حمرز بارتي خا اني زدش نتركو اورتي حد شكالر غواز على بخدي يا حصد خواج كنت شرطات شاورت زاد شكوب وبريغان خلا برياكس سنبيم باحكي. Почтить память погибших и пропавших без вести во время войны пришли вице-президент Беслан Беглава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель администрации президента Беслан Эшпа, представители движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», родственники пропавших без вести, ветераны войны, члены правительства, депутаты парламента, военнослужащие Минобороны, представители общественности. Мероприятие завершилось показом документального фильма «Без вести, без права на прощание», снятого Абхазской государственной телерадиокомпанией. Гугу Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Акция «Огненные картины войны» прошла на площади Свободы в Сухуми. Она приурочена к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны. Волонтеры выложили из 10 тысяч свечей изображение памятника неизвестному солдату и надпись «Абхазия помнит». Организаторы абхазское отделение волонтеров Победы и Госкомспорта при поддержке волонтерской роты Абхазии. Активисты Абхазского отделения волонтерской роты совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорта организовывают акцию «Огненные картины войны», которая приурочена ко дню окончания Второй мировой войны. В нашей акции мы хотели бы выразить огромную благодарность павшим героям и ветеранам боевых действий за мирное небо над головой. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие дни. По сообщению Гидромедцентра, 5 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.